На прошлой неделе в казахстанском элитном мире произошли события, которые, на мой взгляд, говорят о подготовке к заключительному этапу транзита верховной власти в Казахстане. Я имею в виду ареста активов Утемуратова, статью в английской Financial Times про проделки Кулебаева. Эти события, полагаю, говорят в первую очередь о том, что этих двух отечественных олигархов властный центр хочет выключить из борьбы за престол вместе с ресурсами, находящимися под ними. То есть, по-видимому, вскоре развернется окончательная передача находящихся в их руках ресурсов бенефициарному владельцу, что также будет означать их политическую нейтрализацию. Как говорится, попользовались ресурсами и хватит. Непосредственным сигналом начала заключительной передачи верховной власти в Казахстане в руки окончательных преемников стал внеочередной 20-й съезд Нур-Отана, на котором Дарига Назарбаева вошла в предвыборный список партии. Первый президент отводит партии Нур-Отан важное место в транзите своей власти. Не случайно он довольно часто стал проводить заседания политсовета партии, встречаться со своим замом по партии Байбеком. Да и тот факт, что он туда отправил первым заместителем Байбека, тоже о многом говорит. Есть мнение, что Байбек может быть одним из коллективных преемников власти Назарбаева. В этом свете его должность в Нур-Отан можно рассматривать как некую его обкатку в публичной политике, с последующим заходом на руководящие посты после победы на выборах. В этой связи показательно, что на одном из заседаний политсовета партии Назарбаев поручил парламентской фракции Нур-Отан стать боевой, контролировать работу министров и... Первый президент напутствовал однопартийцев предлагать конкретные решения проблем, чтобы завоевать авторитет и поддержку со стороны населения. Причем свою партию он поставил выше исполнительной ветви власти, заявив, что последние с правительством должны исполнять предвыборные обещания. Назарбаев стремится сохранить статус-кво своих интересов при трансформации своей власти. При этом он, по всей видимости, настроен поддерживать баланс сил своих сподвижников, родственников в политическом процессе, прежде всего за счет их коллективного правления. В такой архитектонике парламент, правительство и президент будут уравновешивать друг друга. Другими словами, скоро, должно быть, произойдет усиление парламента с исключительным правом на формирование правительства. Тогда может, кстати, произойти сокращение Сената, как уже ненужной структуры. Усилится вся ветвь представительной власти, соответственно, ее будут заполнять людьми, 100 раз прошедшими проверку на преданность генеральной линии. В этой связи Назарбаеву на выборах нужна не только безоговорочная победа Нур-Отан. За счет выборов в парламент и маслихаты Назарбаев, по-видимому, настроен обновить местами управленческие структуры власти, заполняя их людьми, кровно связанными с его интересами. Объявленный дополнительный набор в президентский кадровый резерв, наверное, является составной частью рекрутинга назарбаевской транзитной элиты. Новый мажилис при таком раскладе нужен будет не только для законодательного оформления окончательного реформирования назарбаевской политической системы, но и также для того, чтобы перетасовать колоду высших политических управленцев. Так можно убить несколько зайцев, под предлогом модернизации политической системы убрать из нее ненужных людей, которые слишком возвысились и могут быть опасными в период транзита. Возраст Назарбаева, возможные проблемы со здоровьем заставляют его ускорять процесс трансформации своей власти, чтобы сохранить и даже приумножить у своих преемников, потомков экономические и политические активы. Помимо всего прочего, большинство казахстанцев хотят социально-экономических и политических перемен. Игнорирование, блокирование властями этого общественного запроса чревато весьма неприятными последствиями. Для нейтрализации разных рисков и угроз на заключительном этапе транзита центр, очевидно, начнет усиливать тоталитарные практики в нашей стране, что уже отобразилось в возобновившихся попытках внедрить сертификат безопасности. Вдобавок на днях стало известно, что казахстанские информационные ресурсы якобы в целях информационной безопасности хотят обязать открыть спецслужбам доступ к своим объектам информатизации. Кроме того, сообщили, что 200 государственных веб-ресурсов и 400 информационных систем должны пройти проверку на готовность работать с сертификатом безопасности. А рядовым пользователям интернета пока только рекомендовали установить сертификат безопасности, в том числе для доступа к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Наверняка под этими ресурсами имеются в виду в первую очередь YouTube-каналы Аблязова, Баси и другие источники информационных атак на правящий режим. В этом плане очернение Утемуратова и Кулебаева на международной арене – это удар по их возможностям быть политическими лидерами Казахстана после полного ухода Назарбаева из мира большой политики. Все упирается в технологию легитимизации и власти. Наша правящая элита больше ориентирована на легитимизацию своей власти не внутри страны, а на международной арене. Тем самым недавние атаки на Утемуратова и Кулебаева делегитимизируют их высокий политический статус на международной арене. Нельзя исключать, что эта двоица пыталась направлять верховный политический процесс в стране и, возможно, была причастна к разным подковерным атакам.
Назарбаев ввиду этого, видимо, окончательно разуверился в том, что при действующем политическом раскладе сохранится статус-кво его интересов в будущем. Собственно, с самого начала было понятно, что отставка Дариги Назарбаевой была временной разрядкой ситуации, чтобы все стороны поостыли от конкуренции за верховную власть. В конечном итоге Назарбаев вряд ли решится сделать своим окончательным, конечным преемником не родственника. Токаев – это технический президент. В конечном итоге верховная власть в нашей стране, скорее всего, перейдет к группе родственников Назарбаева, один будет президентом, другой премьер-министром. Или один родственник будет премьером при сильном правительстве, получившим более весомые полномочия, чем президент, а другой – спикером парламента. Одним словом, так мы получим коллективного преемника. Таким образом, состоится династийный транзит власти в Казахстане со всеми вытекающими последствиями. Но скоро время прославления пройдет, ибо не за горами закат эпохи нефти, когда обесценятся ресурсы правящей элиты и, соответственно, их связи с некоторыми могущественными кругами Запада.